Исәнмесез, кадерле дуслар! Сезнең белән очрашуга шатбыз. Сегодня нас ждет большой праздник. Мы подведем итоги и узнаем имена победителей конкурсов «Нани Энҗеләр» и «Нани Батырлар». На всех мероприятиях и праздниках Конгресса татар Челябинской области по-настоящему семейная атмосфера. Финал детских конкурсов не исключение. Напротив, самый яркий пример этого правила. Такие встречи всегда долгожданны. Их участники – представители разных поколений, как говорится, от мала до велика. Bugün min Nani Энҗеләр конкурсына килдем. Үземнең оныкларым өчен Исмаил һәм Әлия бүген выступать итәләр. Мин рәхмәтемне әйтәсем килә Семей областной конгресска, Лена Рафиковнага һәм аның белән эшләгәннәргә. Бүген алар зур эш алып бардылар. Рәхмәт аларның барысына да. Сегодняшний день особенно волнительный. Будут подведены итоги сразу 3 проектов: «Нани Энҗеләр», «Нани Батырлар» и «Нани Тамчылар». От отборочного тура до финала дорога длиной в 2 месяца. Сегодня вы увидите на сцене наших юных участников. Увидите, насколько они талантливы, умны, старательны. И можно прямо вот с большим правом сказать, что они уже являются достойными представителями татарского народа. Они любят свою культуру, они говорят на языке, они танцуют наши народные танцы, они поют наши татарские песни. Теперь убедиться в этом предстоит всем зрителям праздника. Церемония проходит в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Гости могут сделать снимок на память с духом леса Шурале, героем знаменитой поэмы, а участники конкурса предстанут в образах персонажей знаменитых сказок. С первой роли это лягушка, я уже одета, мы будем танцевать, а вторая роль бабочка. Тоже там будет танец, и я говорю слова. Там. Подготовка была действительно нешуточной. Репетиции продолжались с утра и до позднего вечера. Вот на этой неделе мы до каждых 9 часов оставались там. Если кто-то делал неправильно, вы могли до 10 остаться. Но зато от волнения не осталось и следа. Как вести себя на сцене и сдерживать эмоции, их тоже научили во время конкурса. Никому не надо волноваться. Потому что если ты будешь волноваться, ты не сможешь рассказать все, что ты говоришь стихами. А сказать и показать им предстоит немало. На смену костюмов между выходами на сцену у них порой будет всего несколько минут. Но все организаторы конкурса уверены, малыши справятся. За 2 месяца они уже не раз успели это доказать. Исәнмесез, кадерле дуслар! Добрый вечер, уважаемые гости и дорогие друзья. Ведущие церемонии, финалисты и победители прошлых лет конкурсов «Нани Энҗеләр», «Татар Кызы» и «Татар ЕГТ». И то, как они держатся на сцене, еще одно доказательство, что все проекты – это отличная школа и для взрослых, и для совсем еще юных участников. Почетными гостями конкурса стали заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Олег Голиков и главный муфти Уральского федерального округа Ринат Хазрат Раев. А теперь слово самим участникам. Это история о счастливом, беззаботном детстве, о сказочных превращениях, о вере во всемогущую силу добра и, конечно, о чуде. Ведь без него сказок не бывает, а главным вдохновителем стал Тукай. Сценарий создан по мотивам его сказок. Зрители, конечно, узнали и обитателя леса Шурале, и водяную Суанасы. Яркие бабочки сменяли на сцене веселых лягушат, а танец цыплят в исполнении маленьких капелек растрогал и членов жюри, и всех зрителей без исключения.
И каждый взрослый зритель наверняка вспоминал о самых счастливых минутах своего детства. Ведь чем старше мы становимся, тем больше оно похоже на сказку. Спектакль стал своеобразным прологом к основной части конкурса, хотя и он дал возможность по достоинству оценить таланты наших участников. А они, кажется, совсем забыли об усталости и продолжали блистать во время каждого выхода на сцену. «Визитка» — это не просто представление. Они рассказали о том, за что татарский народ так любит и ценит Тукая. Belgeli kırlay jere, şinki Tukaya bıyıpız kırlay da tuğan. Конкурс стал поводом для создания уникальной коллекции детской одежды. И ее автор – модельер Зухра Салахуддин. «Золотой век Булгара» – так талантливый дизайнер назвала свою работу. А маленькие модели стали символом единства прошлого и будущего. Ансамбли «Урал» и «Айгуль» стали украшением концертной части церемонии. И, наконец, заключительный выход, во время которого еще неизвестно, кто станет победителем. На сцене солистка Челябинской оперы Эльвира Авзалова, а претенденты на победу кружатся в элегантном вальсе. И даже когда жюри взяло паузу на принятие главного решения, участники продолжали выходить на сцену, но уже в качестве артистов. Карина Мажитова солировала в вокальном номере. Ильназ Гибадуллин прочел проникновенные стихи, посвященные маме. Var bu hane biri bağlarsa duymu kaldım paytak tabağı. И вот он, самый долгожданный момент. Но сначала призы для всех участников конкурса. Каждому присуждена победа в одной из номинаций. И каждый ее по праву заслужил.
конкурсе «Нени Тамшылар» жюри присудило победу Искрине Исламовой и Эльмиру Калимулину. Лучшая жемчужина – Русалина Гематова, а самым старательным, умелым и талантливым батыром признан Мансур Мухаммедчин. Я очень сильно старался, чтобы победить в этом конкурсе. Не только имена победителей конкурса войдут в историю. Каждый из участников смог удивить, обрадовать и даже чему-то научить. Каждый многого добился и одержал свою личную победу. И по доброй традиции Конгресс татар Челябинской области не прощается ни с одним из них. Поводов для встреч будет еще очень много. От всей души поздравляем победителей. Надеемся, что они продолжат получать новые знания о родной культуре. А всем маленьким и взрослым телезрителям мы желаем удачи. Сау балагас!